Народные депутаты своими глазами, они, как говорится, из первых уст и воочию увидели, что такое производство на якутской птицефабрике, какие у них сложности имеются, какая экономика по итогам цифр, какая помощь им необходима от государства и какие перспективы у них имеются для развития якутской птицефабрики. Вывод напрашивается сам собой. Это, конечно же, прежде всего, это то, что в условиях Якутии, даже в России в целом, птицеводство как отдельный вид экономики, он, конечно же, не конкурентоспособен в наших условиях. И государство вынуждено будет субсидировать на корма, потому что, чтобы мы имели свою свежую продукцию. Плюс заключается в том, что, конечно же, мы получаем свои яйца, которые здесь выращены в условиях города Якутска. Первое. Второе, это экологически чистые относительные продукты, которые мы видим под контролем. Это те же цыплята, те же курицы, которые та же продукция из курицы, которую перерабатывает якутская птицефабрика. И это идет во многом даже в социальные учреждения. В этом плюс, конечно, большой. Ну и, конечно же, занятость населения. Нам, республике, конечно, нужно будет учитывать экономику, прежде всего, которую нам дали в цифрах, прежде всего. И, во-вторых, помощь от республики, как основного акционера этой акционерной компании, конечно же, необходима для технического перевооружения. Без технического перевооружения мы не сможем достичь тех контрольных показателей, которые намечены в указе главы Республики Саха-Якутия о том, чтобы мы достигли 65% потребностей яйца в Республике Саха-Якутия. А задача перед якутской птицефабрикой стоит почти увеличить их вдвое до 100 миллионов тонн штук. На сегодняшний день это у них получается около 60 миллионов тонн.